В том, что к нам обратилась Марха Шамилевна Устарханова, которая уже более 40 лет ищет свою школьную учительницу. Марха Шамилевна, откуда вы к нам приехали? Я приехала с Шали, с Чеченской Республики. Я ищу свою учительницу, которая у нас была классовым руководителем с 79 по 82 год. Как зовут ее? Раиса Антоновна Демьяненко. Это наш класс. Она помнит вас, наверное, вот именно такими как раз, да? Да, скорее всего, да. А вы где здесь? Я вторая. А сколько у вас было учеников в классе? 30. 15 девочек и 15 мальчиков. Дружный класс? Очень, очень. Она не относилась к детям равнодушно. Вот она старалась каждому что-то, для каждого ребенка что-то сделать. Она те периоды, которые мы проводили в школе. Во сне я возвращалась в эту школу, в этот класс вместе с ней. В 1963 году в Чечню, в Шалинский район, первую школу. Нужно тоже сказать об этом, что это одна была средняя школа. И ученики с 8-летних школ приходили в эту школу дальше продолжать учебу. Поэтому первый год классное руководство у меня было. Но и директор меня через 2 года назначил за учебной частью этой школы. Заучим она проработала в Грозном. Она и в Грозном, и в Шалях заучим. Заучим, да. Таким образом, я там проработала более 20 лет. Они на первый урок принесли щенка на мой. И когда начался урок, вдруг этот щенок выпустили они с последних рядов. Так что мне это очень запомнилось. Их дети остаются детьми, где бы это ни было. Просто Вы понимаете, постарела, вот а так ничем не изменилось. Да, абсолютно. А я была подростком именно военных лет, ребенком. И поэтому мать мне сказала: вот ты идешь, я не думала, что ты пойдешь в школу, она мне сказала, но коль ты идешь в школу, ты всегда помни, какой ты была. И к детям не к тем, кто хорошо учится, а к тем, какой ты была. Относись по-человечески и помогай им. Я всю жизнь там, когда работала, я этому следовала. И поэтому вот с этими учениками я никогда не обращалась к их родителям. Никогда. Вот с ними общий язык всегда находила, с этими учениками. Я хотела, чтобы они по жизни были хорошими людьми. Это я прежде всего хотела. Несмотря на свои 88 лет, Раиса Антоновна хорошо помнит лица своих учеников и была приятно удивлена, когда узнала, что ее ищут. Это внучка мне сказала. Она же сейчас по телефону все, что хочешь, найдешь. Вот она там рылась и чисто случайно на эту передачу наткнулась. Ну и вот я, говорит, взяла да отозвалась. Да. Удивительно. Я рада. Узнали ее? Да, конечно, конечно. Она не изменилась. Ну, постарела, но читали-то все те же. Всю жизнь помнит эту школу в Шали. Ну, она же пришла, что там, молодой, с В девчонкой. Краснодарском крае она уже не преподавала. И вот эта школа для нее самая любимая. И ваш класс помнит прекрасно. Мне кажется, наш класс у него был Да, и, любимый класс. конечно, Раисе Антоновне сейчас уже 88 лет, и поездка в Москву – это довольно сложное дело, не просто для нее. Но она приехала. Ура! Она здесь. Раиса Антоновна, выходите к нам, пожалуйста. Пойдемте, встречайте. Пойдемте. Она такая же. Здравствуйте, Раиса Антоновна! Как рада вас видеть! Вот видишь, вспомнила. Я говорю, ей надо было 2 года еще подождать, и отметили 90-летие, и... Зато теперь 90-летие отметите вместе. Да. Ну, я помню ее совсем, знаете, рыжую, кудрявую такую. И брата ее. У нее еще брат был, который... Она была примерной, а брат очень такой шустрый был. Про Ибрагима говорите? Да, Про конечно. младшего. Пойдемте, присядем.
Что ты Вы рассказывала, я не прекрасно слышала. выглядите, вы очень красивая. Да, Как? я вас сразу узнала, сразу. Я тоже узнала, но общие черты. Но ты какой была? Да? Слушайте, ну здорово. Сколько у вас учеников-то было? И вы всех помните? Но я больше помню, как зауч школы, потому что я отвечала за учебную часть в школе, и поэтому прежде всего для меня все были. Раиса Антоновна, а вам хотелось бы в Шали вернуться, в школу посмотреть? Очень хотела. Во-первых, школа, ну, понимаете, одна после войны, и детей очень много. Со всего приходили 9-10 класс. И они в основной школе были. А малышам приходилось очень сложно в таком приспособлении. Вот давайте посмотрим, что сейчас там, как в школе. Сегодня в средней школе номер 1 в городе Шали собрались бывшие выпускники. Наверное, на самый необычный урок в своей жизни. Дорогая Раиса Антоновна, здравствуйте. Я Умарова Рита. В то время я скрывала от всех, что пишу стихи. Как-то раз на вашем уроке мне пришли в голову строчки, и я решила сразу же их записать в свою тетрадь для стихов. Вы тогда подошли ко мне и забрали эту тетрадь. Но после урока вы вернули мне тетрадь и сказали: «Рита, ты талантливая девочка, и пиши свои стихи». Я навсегда запомнила эти ваши слова. Я Пайхаев Хамзат, бывший ваш ученик и ваш коллега. Вы оставили в наших сердцах добрую память о себе. Я Лиза Умарова. Помню указку у вас в руке, всегда вы держали. Объясняли вы по несколько раз. Если непонятно, еще раз. Вы мне всегда говорили: Лиза, ты должна стать художницей. Я Ахмадова Маусар. Узнаете? Не только Ну да. Этого я помню. Нас настраивали, как надо жить, к чему стремиться. Я Чумаков Аюб. Вы, как и всем, запомнились преподаватель. Серебряной медалью закончил школу. Золотой. Переживал за свет. Или золотой. Золотой. Я Эдельханов Алихан Асланбекович. Вот у нас даже есть совместное фото, вот где он я стою стоит. с вами рядом. Это день 7 ноября. Я ваш бывший ученик Рустам Супьянов. Вы дали нам задание нарисовать контурную карту. Я пристально, очень внимательно нарисовал, много трудился. И когда я принес на урок, вы так удивились, пристально посмотрели, и вы мне сказали: Супьянов, вы действительно сами нарисовали эту карту? Я сказал: да, я этот момент прекрасно помню, и вы мне поставили 5. Я Дыши Ибрагимова. У нас следующий урок должен был быть урок географии. И на этом уроке вашем должна была присутствовать комиссия из района. И я перед этим уроком подошла к вам и сказала: Раиса Антоновна, не спрашивайте меня, я сегодня не готова. Вы горчились. Но начался урок. Я подняла руку. Вы на меня посмотрели озадаченно и спросили: ну, отвечай, Ибрагимова. Я хорошо ответила на вопросы. И в результате получила 5. Здравствуйте, Раиса Антоновна. Я Умарова Лида. Я очень вас любила и уважала, и сейчас люблю вас. Я Нагамирзаев Молдый Эминич. Вы были самые лучшие учительницы здесь. Вы наводили здесь порядок. Мы вас помним, любим и уважаем. Я ваша бывшая ученица Эдельханова Исита. Большое спасибо за те знания, за то, что вы нас учили к честности, справедливости. Я Жукаева Зина. Я была ученицей вашей. И помню я эпизод, как вы нас повели в Агишты посмотреть пещеру Зелимхана. Когда мы туда зашли, мы вышли, село Ведено, уже это было к вечеру. Мы уже не знали, как добраться. Вы нам нашли грузовик, и мы на этом грузовике приехали. А потом в 1971 году я пришла в эту школу учительницей начальных классов. Но ваши ученики по всей России живут, работают, даже за пределами, и помнят вас до сих пор. Уважаемая Раиса Антоновна,
Вы стали главным учителем нашей жизни. Мы верим, ждем, что найдем вас и скажем вам Здравствуйте! Всех узнали? Да? Приятно. Конечно, так что я их запомнила. Здорово, как видно, прямо как они, когда сели за парты, ученики, вернулись на несколько десятилетий в детство вот свое. Я Это же вам говорю, замечательно. что многие выпускники, которые дали республике большое количество хороших врачей, именно вот уходили после поступать в московские вузы. И потом возвращались, я еще работала. Они, как говорится, меня обслуживали. Вот. И экономисты те же, что я преподавала, очень многие заканчивали московские и ставропольские. Вот это два города, где они ехали туда. Раиса Антоновна, но вас искала не только Марха, вас искал весь класс. И другие ученики тоже не смогли усидеть дома и приехали сегодня, чтобы увидеть вас. Дорогие ученики, выходите к нам. Нет, я теперь вас не узнаю. Вы меня тоже с трудом узнали. Нет, я узнала вас сразу. Да? Да. Я Адильханова Исита. 10-й Б-класс. Адильханов Алихан Аславбека сын. Его отцу тоже продала. Лечо Расуханов. Ну, Лечо Расуханов я хорошо знаю. Вот, так что, ну, вот видите, как хорошо. Раиса Антоновна, а вы знаете, мы вас за спиной называли Мамраей. Да, Вот второй мама была. Она думала, что она всех Расухановых обучила, а потом она переехала из Шали в Грозный работать. 18-й школа. И вот там оказался мой племянник. Копия меня, только поменьше. И Раиса Антоновна говорит, так, большая голова, говорит, вышел отсюда, говорит, я думал, я всех Расуханов обучила. Они, знаете, мой кабинет в Грозном был на 1-м этаже, да, поэтому выпускники бывшие, они очень часто узнали, что мой там кабинет, и когда я уроки давала, они иногда 5-6 человек подходили к окну, и сидящие тоже ж там же были ребята, и чеченские, и русские, это центральная школа была ведущая. И они сразу притихли те, знаешь, вот целая толпа стоит за окном. Какая популярность. Это вообще в школе невиданный случай совершенно, когда приходят и слушают уроки еще из-за окна. 27 человек Расуханова, именно моей фамилии, моего рода. Раиса Антоновна, ну, путь в Москву был нелегкий, конечно, я понимаю. Но вы не жалеете, что вы приехали? Ой, вы знаете, я боялась. Боялась. Думаю, ну надо же, сколько лет прошло? 40 лет? 46. 46 лет. Ну вот прошло. Ну, 46 прошло, но 6 я там в Грозном работала, а 40 у вас работала. А я вас не видел 43 года скоро Мы будет. имеем в виду, как мы с вами расстались. Вот. И я поэтому боялась очень. Спасибо вам большое, что вы приехали. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что вы помните вашу учительницу. Спасибо, что вы помните своих учеников. Спасибо вам. Большое поклон. От всех наших телезрителей. Большое спасибо. Все от души. Мы когда смотрели вашу передачу, мы любовались, плакали, смотрели. И сейчас вот я в жизни не представляла, что на федеральном уровне, что мы здесь окажемся. Низкий поклон вам. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. А наших телезрителей я от всей нашей программы поздравляю с окончанием учебного года и началом долгожданного лета. Надеюсь, оно нас не подведет. Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что.